Ася, ты можешь выбрать себе любую форму. Какую бы ты хотела выбрать? Из какой ткани, например? Ася Далакова готовится пойти в 6 класс. О школьной форме позаботилась заранее. Прошлогодний наряд уже мал, признается девочка. Новую школьную форму Ася заказала у мастериц на швейной фабрике в Альюрте. Вот эти манжеты делаются для того, чтобы их можно было опустить. На второй год ребенок сможет носить форму. Обтягивание вот это то же самое. Поправляется она или худеет, тоже можно или затягивать, или отпускать ее. Из представленных образцов Ася выбрала летнее кашемировое платье. Мерки уже сняли, наряд будет готов в кратчайшие сроки. Эта форма мне понравилась, потому что она стильная, красивая, рукава очень красивые, а самое главное, мне понравился воротник. Сроки действительно впечатляют. С момента, как швея берет в руки ткань и на вешалке появляется готовая школьная форма, проходит не более 40 минут. Это в случае пошива формы для мальчиков. Платья для девочек занимают и того меньше времени. Такую скорость в работе объясняют слаженной работой и, конечно же, оборудованием, удобным в применении. Вот эти школьные формы мы шьем в 11 этапов. Здесь всего 11 операций. И эту одну форму, одно изделие мы успеваем за 25 минут. Мы шьем пооперационно. У нас здесь конвейер, и каждая швея проводит свою операцию, выполняет свою функцию. Весь август у рукодельниц швейной фабрики уйдет на пошив школьной формы. На предприятии также открыт вышивальный цех, в котором будут изготавливать нашивки, символизирующие школу и класс учащихся. У нас заказывают пока что разные приходят, родители приходят, заказывают нам эту форму. А есть заказ еще 3 школы, с министром мы разговаривали, обсуждали на эту тему, но мы должны еще посоветоваться с ценой, с тканью, какую ткань они выберут, какого цвета у них будет форма, эти 3 новые школы. А пока что мы шьем для других школ, заказывают 20 форм, 50 форм, вот так нам пока заказывают. Вот эти формы мы пока начали шить. Как обычно, ближе к учебному году на рынке начинается настоящий ажиотаж. Зачастую даже за несоразмеренные цены подходящую форму не найдешь. А здесь представлены костюмы для мальчиков, куда входят брюки, жилет и пиджак. Комплект можно приобрести от 2300 рублей, в зависимости от качества ткани и фасона. Вот это летний вариант, летний и демисезонный можно. Они же одевают и футболку, и свитер под эту форму. За эту форму у нас от 1600, от 1400 можно, смотря тоже по фасону. Если у нас не складка, а другого фасона, низ, то ткани уходит меньше, и она, естественно, будет дешевле. Кстати, заказать форму можно на любой возраст, а для тех, у кого есть особые пожелания, на фабрике работает дизайнер-конструктор, который примет во внимание любые пожелания заказчика. Здесь можно приобрести школьную форму на любой вкус. Ассортимент тканей для пошива разнообразен. Среди образцов представлены костюмы для мальчиков и платья для девочек из кашемира, габардина и эластина. У каждого материала свои достоинства. К примеру, эластин считается удобной, не мнущейся тканью. Складки не стираются. Между тем, детям рекомендуют носить одежду из дышащих тканей, таких как кашемир. Здесь 65% шерсти, что делает ее удобной и комфортной. Параллельно мастерицы заняты пошивом ведомственной формы для сотрудников налоговой инспекции. Большая партия рабочей формы скоро отправится к заказчику. Швейная фабрика в Альюрте имеет огромные перспективы в будущем, уверенно заявляет начальник швейного цеха. Вот эти 2 варианта, это мы просто как экземпляр, как образцы шили для детей. Смотрите, никаких дефектов, ничего. Она ничем не отличается от импортной. Даже вот итальянские куртки женщины покупали, показывали мне, у них были дефекты вот в карманах, были зашибы, у нас этого и нету. На сегодняшний день за швейными машинками трудится 125 человек, еще 40 обучаются ремеслу, но с каждым днем желающих работать здесь становится все больше. Марина Муталиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.